Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С одобрения избранного президента подача заявок на конкурс управленцев команды Абхазии продлена до 21 марта. Возглавил новый курс Ираст Агумава. Общественную организацию презентовали в Сухуми. Реакция коллег, политологов, общественных деятелей. 7 марта абхазский журналист Инал Хашик объявлен инагентом Минюстом России. Подача заявок на конкурс управленцев команды Абхазии продлена до 21 марта. Такое решение с одобрения избранного президента Абхазии Бадры Гунба приняли руководители проекта прямо в ходе круглого стола в медиацентре «Спутник Абхазии». 2800 заявок уже принято, и желающих еще очень много. Подробнее Надежда Боровикова. Заседание наблюдательного совета конкурса «Команда Абхазии» прошло в медиацентре «Спутник Абхазия». Основная тема мероприятия – «Команда Абхазии. Ядро формирования и развития кадрового потенциала республики». Почетным гостем встречи стал инициатор проведения проекта, исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Бадра Гунба. Команда Абхазии должна стать платформой для создания кадрового резерва, государственного кадрового резерва. И мы всецело направим свои усилия на решение этих главных задач. Еще раз обращаю внимание, что наша главная цель – это найти талантливых, инициативных и преданных делу людей. С этим мы обязательно, я уверен, что справимся и сформируем команду, я бы назвал коалицию профессионалов, которые будут призваны решать те основные задачи, которые сегодня стоят перед нашим государством. Руководитель конкурса «Команда Абхазии», исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики по делам молодежи и спорту Тараш Хагба представил членам наблюдательного совета статистику по участникам. На сегодняшний день у нас 2804 заявки. Это 45% женщин, 55% мужчин. Отрасли деятельности в большей степени уже, которые зарегистрировались в сфере образования, молодежной политики, государственное муниципальное управление, экономика, предпринимательство, банковская система, спорт, туризм, здравоохранение, СМИ, маркетинг. Очень интересно наблюдать за статистикой возрастного ценза. 54% это люди, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. О чем это говорит? Что наша молодежь не боится изменений, брать на себя ответственность, стать лучшими руководителями тех или иных направлениях. Это действительно очень важно. 13% в возрасте от 26 до 30 лет, 10% это 31-35, и по убывающим мы приходим к процентному соотношению, 2% это 51 и 55 лет. Тараш Хагба подчеркнул, что количество желающих принять участие в конкурсе растет с каждым днем, и многие просят продлить срок подачи заявок. Бадра Гунба поддержал инициативу и призвал госслужащих активно принимать участие в конкурсе. И я тоже считаю, что есть необходимость продлить прием заявок, чтобы большое количество наших соотечественников приняло участие в этом конкурсе. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к нашим соотечественникам, в том числе, которые уже работают в рамках государственной службы. Я считаю, что и они должны принять участие. Мы все-таки должны иметь картину кадрового потенциала в каждом министерстве, ведомстве, в государственных службах и отталкиваться от этого. Поэтому я призываю госслужащих активно включиться в эту работу. Образование должно стать нашей национальной идеей, убежден член наблюдательного совета конкурса, ректор Абхазского государственного университета Олег Огварамия. Чтобы реализовать конкурс качественно, необходимо учитывать ошибки прошлых лет. Мы занимались вопросом целевого заказа в Россию до 2010 года. Мы знали, кто, где, как учится тот, которого мы направили по целевому заказу. А сейчас спросите у правительства. Ни у кого нет даже статистических данных. Это государственный, так сказать, подход? Абсолютно нет. Потом есть структуры, которые надо
Бадр Зурабович, создать комиссии и проверить, чем они занимаются. Разные структуры есть. И когда менялась власть и приходили другие люди в руководство, мы всегда давали структуру Кабинета министров. Ни разу этим не воспользовались. Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля рассказал о том, как будут проходить этапы конкурса «Команда Абхазии». После первого дистанционного этапа будет второй дистанционный этап, где будет проверяться, это достаточно сложная история, но очень важно, будет проверяться именно управленческий потенциал тех участников, которые пришли в конкурс. Так вот, через 10 дней начнется второй дистанционный этап, где будет проверяться управленческий потенциал. И уже после него уважаемые члены Напсовета, уважаемые эксперты будут отбирать 100 финалистов, тех ребят, которые придут на очный этап этого конкурса. И вот здесь очень важно, Тарас Миронович говорил о том, что будет для них специальная программа. Это будет действительно большая программа переподготовки управленческих кадров. Она будет состоять из целого набора модулей от 5 до 6. Первый модуль будет дистанционный, где будет производиться введение в программу, знакомство с преподавателями, погружение в основу управленческой деятельности, в том числе дополнительная диагностика финалистов с точки зрения понимания их глубины направления, а также их профилизации. Конкурс «Команда Абхазии» продлен, а это значит, что подать заявку можно до 21 марта. Первый блок дистанционного этапа завершится до 23 марта, второй блок пройдет с 28 по 30 марта, а очный финал состоится с 11 по 13 апреля. Надежда Боровикова, Турник Амичба, Абаза ТВ. Общественную организацию «Новый курс» презентовали в Сухуми. Возглавил «Новый курс» член Общественной палаты Раста Гумава. В организацию входят в основном общественные деятели республики. Подробности в репортаже Леонора Гилаян. Общественная организация «Новый курс» была создана еще в 2023 году, однако тогда ее инициаторы решили обойтись без публичной презентации. Теперь же, в марте 2025 возникла такая потребность. Фундаментальной причиной, побудившей нас создать общественную организацию под названием «Новый курс», стало ясное представление о том, что наша республика переживает непростой период, по всей видимости, подойдя к определенному историческому этапу в своем развитии. Непрекращающееся внутреннее противостояние, множество негативных тенденций, проявляющихся в разных формах, привели нас к кризису во многих сферах жизни, что, конечно же, вызывает тревогу за будущее нашего народа и государства. В этой связи, как нам представляется, назрела необходимость переосмыслить пройденный после окончания войны период, определить причины кризиса и наметить пути выхода из него, поскольку сам по себе кризис никуда не денется. Костяк организации – группа членов Общественной палаты 6-го созыва. Почти все они присутствовали на презентации нового курса. Конечно, мы будем предлагать свое видение решений, и никаких претензий на истину в последней инстанции у нас нет. Другое дело, что у нас есть какие-то свои представления о том, как должно развиваться государство и общество. По нашему глубокому убеждению, вот те кризисы, очевидцами и участниками которых мы являемся последние десятилетия, они как бы со всей очевидностью говорят о необходимости серьезной корректировки курса. Лейтмотивом предложений нового курса можно назвать реформирование политической системы. Именно о конституционной реформе говорил каждый выступающий общественный деятель. Прежде всего, о конституционных реформах. Это как такой основной пласт, который за собой потянет все остальные, так скажем, сферы нашей жизнедеятельности. Но я хотел бы тут остановиться на том конкретно, что касается вообще экономической сферы.
развитие самой экономики, вообще, в принципе, реформа экономической системы невозможна без реформирования самой Конституции, о которой мы говорим. Что дает реформа Конституции? Реформа Конституции, прежде всего, дает нам возможность осуществлять более прозрачную, более качественную, более, так скажем, эффективную систему государственного управления. Членов организации «Новый курс» поприветствовала секретарь Общественной палаты Гули Кичба. Такой вот толчок к тому, чтобы сегодня презентовать, конечно, дала и работа в Общественной палате. Этот опыт. Они очень серьезно, эта комиссия проработала, приглашала экспертов, приглашала очень заинтересованных лиц, неравнодушных, в том числе здесь присутствующих, которые давали им поддержку в этом вопросе. Все мы знаем, что мы действительно нуждаемся в реформах, очень серьезных, политических в том числе. Конечно, некоторые, в том числе и я бы хотела, конечно, чтобы выборы все-таки не состоялись вот так скоропалительно, а хотя бы год можно было подготовиться. Возможно, и эта комиссия, и эта группа предложила бы парламенту два серьезнейших таких законодательства в выборной системе. Может быть, мы более спокойно пришли бы к выборам. Это мое личное мнение. Но, несмотря на это, назрело, чтобы в лице вот этих молодых людей, которые так прогрессивно думают, которые переживают за наше государство, чтобы оно и дальше не проваливалось в этом политическом кризисе, и уровень этот вот политически поднять. На вопрос гостя презентации, есть ли в планах преобразовать общественную платформу в политическую, инициаторы нового курса ответили, что пока рано об этом говорить и нет возможности заглянуть в будущее. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. В пятницу 7 марта Минюст России опубликовал имена 5 персон, объявленных иностранными агентами. Среди них оказался абхазский журналист Инал Хашик. Статус инагента он получил за то, что, цитата, «распространял недостоверную информацию о применяемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политики, а также об избирательной системе. Взаимодействовал с иностранными политическими деятелями». Как отреагировали на эту новость коллеги, политологи и общественные деятели в обзоре Марианны Котовой. Инал Хашик, журналист, политический обозреватель, основатель газеты «Чегемская правда». С 18 июня 2004 года она выходила в бумажном формате, а в 2015-м обзавелась сайтом, на котором стали публиковаться материалы в видеоформате. 7 марта 2025 года Инал Хашик был объявлен иностранным агентом Министерством юстиции России. Одним из первых на новость о статусе иноагента отреагировал политолог Сергей Маркедонов, которого можно смело назвать экспертом в абхазском вопросе. В наше время журналист, а не пиарщик и не трубадур – большая редкость. Инал был, да и остается журналистом с высоким уровнем аналитики. Повторюсь, взвешенной и аккуратной. А то, что ставил неудобные вопросы, так разве мы уже вступили в бесконфликтную эру? И у нас конец истории на дворе. Неудобные вопросы помогают нам находить качественные ответы, написал Маркедонов на своей странице в социальной сети Facebook. По словам политолога, ему непонятно, зачем России вместо роли модератора, посредника и модернизатора превращаться в цензора. Никогда не видел у него текстов, в которых русские изображались бы как враги, а Россия как империя зла, утверждает Маркедонов. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ринат Карча согласен с Маркедоновым. Он также называет Инала Хашик одним из самых взвешенных журналистов Абхазии. Вынужден повторить известную истину о том, что одно из проявлений искусства политики – умение превращать врагов в друзей. Это действительно так. А вот делать из лояльных и думающих людей изгоев – это какой-то не поддающийся здравому смыслу, даже не талант, а талантище в кавычках. Так оценивает Карча решение Минюста России закрепить за Иналом Хашик статус иностранного агента. Коллега Инала Хашик Максим Шевченко уверен, что новый статус не помешает журналисту свободно продолжать свою деятельность на родине.
В любом случае, заблокирован Инал Хашик будет только в России. В самой Абхазии это решение Минюста РФ поспособствует укреплению его авторитета и влияния. Ведь мало кто из абхазов может похвастаться таким вниманием к своей персоне, написал Шевченко в своем телеграм-канале. Герой Абхазии Аслан Кубахи уверен, что иностранным агентом в России Инал Хашик стал с подачи местных политических деятелей. «Я неустанно говорю, что в Абхазии нет антироссиян. Все, что делается против абхазов, это дело рук тех же абхазов, которые не могут спать спокойно, пока на кого-то не донесут», написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Кубахи напомнил, что в 1937 году прошлого столетия расстреливали тех, на кого донесли, а в 1938 расстреляли в основном тех, кто доносил. Статус иностранного агента в России накладывает ряд ограничений и обязанностей. Иностранный агент, в частности, не может рассчитывать на господдержку, не имеет права преподавать, обязан маркировать свои материалы пометкой о своем статусе иноагента и многое другое. Но это в России. В Абхазии нет закона об иностранных агентах. Марьяна Котова, Абаза ТВ. Союз журналистов призывает власти Абхазии встать на защиту прав своего гражданина. Об этом говорится в заявлении Союза журналистов Абхазии за подписью его председателя Руслана Хашик. В документе, в частности, отмечается: хотим обратить внимание, что журналист Инал Хашик, будучи гражданином Республики Абхазия, писал и выступал только по вопросам деятельности органов власти Абхазии. Деятельность публичных органов власти России, а тем более ее избирательная система, никогда не находились в фокусе его внимания. Российскую политику он рассматривал исключительно в аспекте абхазо-российских взаимоотношений. Инал Хашик является редактором зарегистрированной в Минюсте Абхазии газеты «Чегемская правда» и осуществляет свою журналистскую деятельность в соответствии с законом о средствах массовой информации и другим законодательством Республики Абхазия, в связи с чем у органов власти Абхазии никогда не было к нему претензий. Исходя из вышеизложенного, Союз журналистов призывает власти Абхазии встать на защиту прав своего гражданина. Союз журналистов считает недопустимой практику применения санкций дружественного, но соседнего государства в отношении журналистов Абхазии, выполняющих свои профессиональные обязанности на территории собственной страны и в соответствии с ее законами. Конец цитаты. «120 школьников из Абхазии примут участие в третьей смене Международного детского центра «Артек». Благодаря увеличенной квоте 120 школьников из разных районов Абхазии 12 марта отправятся в Крым. Среди них активисты, спортсмены и победители Олимпиад. Встреча исполняющего обязанности министра просвещения Инала Габли с участниками смены прошла в Кабмине. Дети и их родители могли задать интересующих вопросы, а также узнать о новых проектах. Габли поблагодарил за предоставленную возможность руководства Российской Федерации, а также директора Российского детско-юношеского центра Александра Кудряшова. Актуальные вопросы сферы образования и воспитательной практики. Проекты, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, обсудил исполняющего обязанности министра просвещения Абхазии Инал Габли в ходе встреч с российскими делегациями детско-юношеского центра Москвы и группы по взаимодействию со школами Абхазии. Подробности в репортаже Рады Чачава. Перспективы всестороннего сотрудничества Министерства просвещения Абхазии и детско-юношеского центра Москвы обсудили на встрече исполняющего обязанности министра просвещения Инала Габлия и делегации центра во главе с Александром Кудряшовым. По завершении встречи участники ответили на вопросы представителей СМИ. Так, ИО министра просвещения рассказал о достигнутых договоренностях, в числе которых реализация конкурса детских рисунков, старт которого будет объявлен вскоре, и участие Абхазии в российском проекте «Лига вожатых», в рамках которого вожатых для республики будут готовить в России. С Александром Сергеевичем и его коллегами мы обсудили сегодня перспективу нашего сотрудничества. Мы запланировали подписание соглашения о сотрудничестве и положение о конкурсе рисунков, которое, как вы знаете, стартует совсем скоро, с целью в том, чтобы выбрать наилучшие работы детей для украшения как раз нашей ласточки, которая будет курсировать между нашими странами. И рисунки
рисунки, которые также будут использованы в работе по украшению наших зданий. Это и школ, и многоквартирных домов. Руководитель детско-юношеского центра Москвы в свою очередь отметил, что предстоящую неделю команда центра будет общаться с учениками, преподавателями школ республики, изучать используемые методы и инструменты и делиться опытом. В России с 2021 года по поручению нашего президента и Министерства просвещения запущен уникальный проект по формированию института наставников в лице советников директоров по воспитанию. Это специалисты, которые работают в школах и колледжах, главная задача которых – раскрытие профессионального и творческого потенциала каждого ребенка. Сегодня в рамках нашего визита в республику с нами приехали советники, которые сейчас уже, как Инал Соломонович сказал, работают в школах и в колледжах вместе с педагогическими коллективами, рассказывают детям о своей деятельности, и мы уверены, что наши существующие воспитательные практики точно лягут в основу развития республики, и мы вместе добьемся высоких результатов. Далее в Министерстве просвещения республики состоялась встреча, посвященная реализации проектов в рамках работы Российского фонда президентских грантов. Инал Габлия провел переговоры с руководителем группы по взаимодействию со школами Абхазии Борисом Свиридовым и специалистом по взаимодействию с образовательными учреждениями республики Дмитрием Пащенко. Главной темой встречи стали новые патриотические стенды, которые были переданы 30 школам Сухума и Сухумского района. Мы уже с вами сотрудничаем активно в этом году. Хочу поблагодарить за поддержку в участии уже реализованных проектов. В этом году мы отмечаем вместе с Российской Федерацией Великую Победу, 80-летие Победы в Отечественной войне, Великой Отечественной войне, поэтому ваша поддержка здесь она особенно актуальна. В этом году мы отмечаем также 80-летие со дня рождения нашего первого президента Владислава Григорьевича Арзенба. Я думаю, и с этой даты мы должны связывать эту инициативу, эту акцию, и мы уже это сделали в Пицунде, изобразив портрет Владислава Григорьевича на стене школы. В рамках реализации проекта образовательные учреждения страны получили по 6 стендов, посвященных героям Отечественной войны народа Абхазии, Великой Отечественной войны и СВО, в том числе Рождену Барциц, Владимиру Аджба и другим. Подобными стендами планируется обеспечить все школы Абхазии. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Клятва на верность Родине. Новобранцы ГСУ Республики Абхазия приняли военную присягу. В Сухуме состоялся ритуал приведения к военной присяге нового пополнения учебного центра подготовки младших специалистов Государственной службы охраны, сообщает Австрипресс со ссылкой на пресс-службу ГСУ Абхазии. Клятву на верность Родине солдаты принесли в присутствии начальника штаба ГСУ Алхаса Жиба. Все новобранцы давали клятву на абхазском языке. На церемонии присутствовали командиры молодых новобранцев, их родители, родственники, друзья. После принятия присяги новобранцы продемонстрировали строевую подготовку, перестроение, выполнили команды своего командира. Информация правоохранителей: задержан организатор ранее действовавшего наркоканала «Череп», скрывавшийся в Краснодаре. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Незаконные приобретения, хранение, перевозка, а также ввоз на территорию Абхазии наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю Вылырбского района 1998 года рождения Субботину Роману Умаровичу. Наркотическое средство, как впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД, метадон, хранимое при себе в 3 заизолированных свертках, у данного гражданина изъяли при личном досмотре. Последний был задержан в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД Абхазии совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета после пересечения зоны таможенного контроля на КПП ПСО. Расследование в рамках возбужденного в отношении гражданина Субботина уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьей 223 пунктом Б, частью 3 статьей 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит транспортная прокуратура Республики Абхазия. С 8 марта текущего года и до особого распоряжения введен в эксплуатацию пост ДПС ГАИ «Холодная речка», сообщает пресс-служба МВД. Данные меры приняты для обеспечения дорожной безопасности, выявления фактов незаконного оборота огнестрельного оружия, пресечения преступлений, связанных с хранением, перевозкой и избытом наркотических средств.
Вопросы экологии. По предварительным оценкам специалистов Госкомитета по экологии, гибель чомг на побережье Черного моря носит естественный характер. Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по экологии Савелий Читанава в интервью Апснепресс отметил: вполне возможно, что это факты естественной смерти птиц. По нашей предварительной оценке никакой инфекции, заражения или отравления нет. Когда мы получим результаты лабораторных исследований, можно будет говорить более обстоятельно. Образцы умерших птиц отправлены для лабораторного исследования в экологическую службу города Кропоткина Краснодарского края. В Постдаме в рамках культурно-делового обмена прошел вечер, посвященный Республике Абхазия. В ходе встречи представитель торгово-промышленной палаты Республики Абхазии Вольфганг Мацке презентовал продукцию ТПП Абхазии, рассказал о современном развитии республики, а также о туристическом и инвестиционном потенциале и возможностях для посещения. В рамках мероприятия был продемонстрирован фильм ТПП Абхазии на английском языке. Полномочный представитель Республики Абхазия ФРГ Хибламич, выступая перед гостями, выразила благодарность организаторам за предоставленную возможность представить Абхазию на столь значимой площадке. «Люди и даты». Один из классиков абхазской литературы Таиф Аджба родился 11 марта 1936 года. Аджба написал множество стихотворений и поэм, которые стали любимы среди читателей разных возрастов. Поэт также занимался переводческой деятельностью на абхазский язык. Он перевел произведения многих классиков мировой литературы. Во время грузино-абхазской войны 92-93 годов поэт был вывезен грузинскими гвардейцами из своего дома в Сухуми и больше не вернулся. По неподтвержденным данным, абхазский поэт Таиф Аджба был расстрелян после долгих пыток. Телеспектакль по произведению Таифа Аджба смотрите в нашем вечернем эфире. Заслуженный деятель культуры, журналист-ветеран абхазского радио и телевидения Тина Курсая сегодня отмечает свой юбилей. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите авторский вечер из архива Абаза ТВ 2020 года. Гендиректор Русдрама Ираклий Хинба стал почетным членом жюри 26-го Международного Брянцевского фестиваля детских театральных коллективов. Это один из крупнейших детских театральных фестивалей в России, названный по имени советского актера, режиссера и педагога Александра Брянцева. Он проводится с 2000 года, и за это время в нем приняли участие тысячи маленьких артистов, которые позже нашли себя в профессии. В этом году мероприятие будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 17 апреля. О спорте состоялось традиционное открытие. Республиканские детские рейтинговые шахматные соревнования «Алашара. Молодые надежды». В них участвовали юные шахматисты в возрасте до 8 лет. Первые места в соревнованиях среди мальчиков и девочек заняли Марк Назаренко Сухум, Александра Гургуля Сухум, вторые Нарсоу Губас Сухум и Соломея Хонзе Сухум, третий Николай Лазба Сухум и София Кайтанба Сухум. Победителем среди мальчиков в возрасте до 6 лет стал Давид Габуня. Все призеры награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 12 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20. Температура морской воды плюс 9, волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.